Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы с вами научимся создавать музыкальные открытки или плейкасты. Сделать это можно в онлайн-сервисе, который называется Playcast. Пройти по адресу www.playcast.ru. Нужно будет пройти несложную регистрацию и создать личный аккаунт. Когда вы это все сделаете, вы сможете создавать плейкасты. Нажимаем кнопочку «Добавить плейкаст», и перед нами открывается редактор плейкастов. Здесь на этой страничке есть обучающее видео, которое поможет вам разобраться в некоторых тонкостях. Ну а сегодня мы попробуем создать плейкаст самый несложный. Например, чтение. В окошечке превью дадим ему название и свернем это окошечко. Что нам дает этот редактор? Здесь можно выбрать шаблон, выбрать фон, добавить звук, картинку, видео и добавить текст, который нам нравится. Для выбора шаблона нам необходимо зайти в эту закладочку и посмотреть те варианты, которые предлагает редактор. Конечно, можно оставить и место для творчества или воспользоваться тем, что нам предлагается. Мы использовать будем чистый лист. Давайте на него загрузим фон. Фон можно загрузить из коллекции, которую предлагает сервис Playcast. Клип-арты расположены в тематических подборочках. Также можно картинку загрузить из галереи. Здесь файлы загружены другими пользователями. Ну и, конечно, можно воспользоваться картинками из закладочки моих файлов. Сюда они легко загружаются при помощи ссылочки «Загрузить новый файл». Например, вот мы выбираем через кнопочку «Обзор» в заранее подготовленной папочке файл, который нам интересен. Давайте вот это возьмем, отправить, загрузить, дадим ему название. Нажмем кнопочку «Загрузить». Все, изображение успешно загружено. Теперь мы сделаем выбор картинки. Мы выберем с вами фон. Нажимаем на правый нижний уголочек зелененький, там крестик, плюсик нарисован, и делаем «Добавить». Да? Вот из всех этих мне больше вот это нравится, зелененький. Смотрите, как замечательно он лег и закрыл всю нашу открыточку. Вот это будет основной фон нашей открытки. Теперь на нее мы будем добавлять текст. Давайте добавим текст. Так как тематика у нас чтение, мы из этого будем исходить. Чтение, модное увлечение. Как и в обычных текстовых редакторах, здесь есть возможность изменить шрифт, подобрать который к вам больше подойдет, изменить размер шрифта, давайте выберем покрупнее, изменить цвет, расположить его по центру и сохранить. Рамочка двигается за мышкой. Не очень нравится цвет, давайте поменяем его, да? Нажимаем кнопочку «Править» и выбираем другой вариант цвета. Я думаю, красный будет самое то. Сохранили. Можно добавить эффекты, они находятся в конфеточке. Может быть мягкая, тень, бледная. Тут очень много эффектов. Вы повыбирайте и посмотрите, какой вам нравится. Текст можно уменьшать, увеличивать, располагать так, как вам удобно. Пространство здесь разлиновано, поэтому вы никогда не ошибетесь. Там можете повернуть его, перетащить, как вам удобно. Всегда можно вернуть неправильное действие стрелочками назад. В общем, редактор очень прост и удобен. Давайте теперь попробуем добавить картинку. Сделаем это из закладочки «Мои файлы». У меня здесь уже загружены картиночки, различные обложки книг, читающие люди, книжки с полками. Подберем две картиночки. У меня есть читающие детки, вот девочка с книжечкой.
Ну, еще одну давайте какую-нибудь. Вот мальчика вот этого. Угу. Вот теперь изменим размер. Логотипчик, я люблю читать, кстати, тоже будет здесь уместен. Давайте его добавим. Ну, теперь расположим картинки так, как нам нравится, как мы считаем, что это будет смотреться замечательно. Вот так вот развернем, передвинем немножечко. Угу. Вот видите, как у нас хорошо получается. Здесь есть предварительный просмотр, и мы можем увидеть, как будет смотреться наша открыточка. Ну, теперь я бы добавила какие-нибудь эффекты. Мерцающие сердечки, звездочки, ну что-нибудь такое, чтобы оживить картинку. Они находятся в закладочке «Анимация». Ну, тут снежинки, сердечки такие. Вот давайте, я думаю, звездочки, наверное. Ну, все-таки вернемся к звездочкам. Добавим вот эти вот серебристые. Нажимаем на плюсик. Все картинки можно копировать. Нужно количество раз. Менять их масштабность. Ну, так вот расположим, чтобы, ну, как бы понагляднее было. Тут вот, что 3 картинки совместилось. Ну, оставим вот таким образом. И добавим еще текст. Вот просится внизу еще что-то, да, это как будто такой рекламный плакатик про чтение, что мы ждем людей в нашей библиотеке. Адрес укажем, телефончик, режим работы. Сделаем этот текст более видимым. Ну, как в обычном текстовом редакторе работаем, видите, да? Сохраняем, перетащим его в нижний уголочек. Ну, по-моему, вообще отлично. Тут, конечно, все это можно доработать. Сделаем предварительный просмотр, и вот так будет выглядеть наша открыточка. Ну, что бы я еще добавила? Конечно же, музыку. Это же музыкальная открытка. Ее можно выбрать из галереи, которую закачали пользователи, из коллекции, которая представлена редактором. Она тоже разложена по жанрам. Ну и из закачанных мною или из тех, которые понравились мне и ранее использовались. И замечательная песня библиотечная, есть на свете библиотека. И добавим ее. Ну и опять предварительный просмотр. Здесь мы уже видим, что у нас получается. И самое главное, мы уже слышим, что здесь звучит та музыка, которую мы подобрали. Вот так будет выглядеть наша открыточка. Если же нам все нравится, мы нажимаем кнопочку «Опубликовать плейкаст». У него есть название, которое мы дали ранее в превью. Можно и сделать статус «Виден всем», «Виден только друзьям», «Виден только мне» и «Сохранить». Вот теперь у нас появилась ссылочка, адрес постоянного просмотра нашего плейкаста. Вот этой ссылочкой мы можем делиться с нашими друзьями. Посмотрите, какая замечательная открытка у нас получилась. Здесь вы можете не только рекламировать свои библиотеки, но и рекламировать авторов новых книг, новые поступления, писать какие-то объявления, поздравления с праздниками и делиться ими в социальных сетях. Здесь специально сделаны уже ссылочки удобные на особо используемые соцсети. И вот в этих сетях рассказывать о ваших событиях. Вообще здесь можно провести замечательный конкурс среди ребят. Я думаю, что этот сервис очень прост и удобен, и ребятам будет интересно в нем работать. Поэтому предлагаю вам воспользоваться этим ресурсом. Большое спасибо за внимание. Всегда с вами Марина Пахолкова.